Добрый день. Вашему вниманию хотим представить виртуальный школьный этнографический музей, особенности организации работы с ним. Итак, данный виртуальный школьный музей был разработан на базе музея имени Ивана Алексеевича Куратова. Каким образом и как мы решили, почему именно остановить свое внимание с магистрантом, который обучается на педагогике начального образования в магистерской программе Сыктывкарского государственного университета, Институт педагогики и психологии. Все дело в том, что, вы знаете, существуют разные нормативные документы по реализации этнокультурного содержания, и мы решили, чтобы познакомить детей с разного вида музеями, необходимо, как минимум, приехать и посмотреть. Но не у всех есть возможность на территории Республики Коми приезжать в музеи, смотреть их, и в том числе знать настоящие экспонаты и видеть их. Поэтому есть необходимость создавать виртуальный музей. Эта идея не нова. Это идея мирового характера. Созданы виртуальные музеи, можно в сети найти и Лувра, и Эрмитажа, и в том числе Русского музея Санкт-Петербурга. Вот эта идея виртуального музея как раз была взята из именно идеи Русского музея Санкт-Петербурга, именно виртуальная часть. Ознакомившись с основными параметрами, с основными содержательными частями этнографического музея, мы решили именно взять коми-писателя. Дело в том, что это наше с вами наследие, которое, я считаю, и мы с магистром пришли к этому мнению, что наследие нужно пропагандировать, потому что, чтобы не быть баньками непомнящими, и в связи с этим нужно начинать с каких-то малых вещей. А первое – это дом, в котором творил Иван Алексеевич Куратов. Он состоит из двух частей. Итак, посмотрим на одну, как вообще этот музей можно запускать и как с ним работать. У нас еще это демо-версия. Музей пока у нас имеет место только в одном экземпляре. Это диск. Запускается он через любой браузер, который у вас установлен. Например, здесь обозначился браузер Chrome. Но если вы будете на другой операционной системе или вы установили по умолчанию другой браузер, например, Explorer или Firefox или Opera, он запустится через эту программу. Итак, щелчком вы можете запустить данную программу, и в соответствующей вкладочке у вас откроется музей. Итак, посмотрите, пожалуйста, внимательно, как это будет выглядеть. Еще раз говорю, это демонстрационная версия, то есть демо-версия. Когда мы к окончательной части соглашения придем, то есть нам нужна программа, нам нужно почистить кое-какую информацию, то есть и опробировать в тестовом варианте с учителями, и тогда она может получить распространение. Итак, вы можете попасть на 3 объекта, которые мы зафиксировали в виде фотосъемки. Это, например, объекты, которые располагаются, собственно, в доме музея имени Куратова. Я немножко сделаю панорамную вот такую работу. Управляющие кнопки у нас внизу, увеличивающие и уменьшающие масштабы, передвижение вперед-назад, движение рукой, если это интерактивная доска, и информация и расположение в зале. Итак, дальше это улица и, собственно, дом. Итак, давайте выйдем на улицу. На улице мы с вами предполагаем, когда ребенок, учащийся, у нас реально все-таки режиме может попасть в музей имени Куратова, то он увидит обстановку вокруг, он может посмотреть, что находится слева, справа на улице. Также он при передвижении уже в собственном музее или
А на другой части он будет видеть вот такие небольшие как бы входы. Это действительно интерактивное пространство. Именно мы не будем по ступенькам подниматься, а именно вхождение в той или иной зал. Если посмотреть внимательно, у нас также есть еще вот дверь, калитка, в которую мы запрашиваем или просим зайти зрителя к дому. Здесь аналогично можно посмотреть, какая у нас погода. Но мы решили снимать именно зимой, в связи с тем, что у нас большая часть времени это все-таки зимний период. Итак, вот смотрите, нажав на интерактивное пространство, мы попали к дому, можем посмотреть. И опять же, нажав на этот интерактивную дверь, мы попадаем с вами вот в первый зал. Первый зал – это действительно вход в дом. Конечно, это уже современные какие-то детали, потому что это все-таки музей, демонстрация объектов происходит. Здесь есть небольшие скульптуры. Эти объекты, они не активны. Кстати, передвижение я делаю мышкой. Почему именно они не активны? Нам просто показалось пока на данном этапе не совсем интересным, а именно более современные элементы интерьера. Итак, видим следующий вход. Перемещаемся. Это выход и вход. Итак, следующий, например, я хочу попасть в этнокультурный зал. Это верхний правый угол по навигации. То, в принципе, с чего мы с вами начинали. Здесь собраны объекты. Ну вот я там уже сделала панорамную осмотр. Объекты быта, которые имеются в коми-избе, традиционно располагаться. Если вы видите, также имеется интерактивное пространство, которое мы тоже с вами потом используем. Можно посмотреть вокруг на 360 градусов. На экране мы долго думали, как символами обозначить место, где находится информация о том или ином объекте, и мы решили, что на латинский манер это I, information. Как в Microsoft Office, как в любом другом объекте, можно увидеть, если при наведении на этот I, то есть на эту букву объект, происходит гиперактивный пальчик, мы его называем. И при нажатии на него выходит информация об этом именно объекте. Сейчас произойдет загрузка. И вот, пожалуйста, вход в погреб. Опять же, прошу извинить в связи с тем, что это демо-версия, не все поместилось на экран. Это будем исправлять эту, скажем так, недочет. Здесь также можно увидеть те слова, которые, как правильно в быту называется. Например, голбец. И что такое, например, голбец? И конструкция, и пошло пояснение. Погреб. Что это такое? Пошло пояснение. Дальше, если мы хотим вернуться, либо стрелочка назад, либо точно таким же образом я возвращаюсь в этнокультурный зал. И дальше таким же образом могу увидеть следующий объект. Это у нас, например, самовар, который стоит на столе традиционно. Какие бывают самовары, как они называются, что такое конфорка, что такое стенка и другие элементы. Причем это самовары, которые именно в этом музее представлены. Далее можно, например, перейти в большой зал. Вот посмотрим, какая здесь, это вот основная часть, которую мы с вами проходили. Собственно, кабинет Ивана Алексеевича Куратова. И мы можем увидеть, в какой обстановке, где он работал. Вот стол письменный, за которым он сидел, полки. Все это действительно подлинники. И дети могут рассмотреть, какой же был быт и как наш земляк творил свои прекрасные произведения. Ну, если видим, мы можем войти в большой зал таким образом, или же в следующий зал, опять-таки, на интерактивное пространство, если я нажму. Это, конечно, новодел, то есть это те постановочные элементы традиционных гуляний коми. Итак, если я хочу переключиться, то я могу
нажать на интерактивную дверь, но я, например, хочу пойти по дому, как я уже шла. Например, выставочный зал, который представлен здесь, в этом этнографическом музее. Это уже современные поделки, которые выставлены и собраны руками музейных работников. И если вы видите, это новые экспонаты, они даже интересно расположены. Также есть стендовая часть, на которой есть информация об жителях, скажем так, выдающихся жителях данного села. Следующий элемент, который у нас с вами имеется, это этнокультурный зал А. Продолжение у нас был этнокультурный зал один, этнокультурный зал другой, где мы видим с вами колыбель, уже по-другому расположен стол, красный угол. Опять же таки, это все достаточно более, это подлинники. Даже есть связанные изделия, носки, гольфы с элементом паса. Итак, если мы видим, здесь никаких элементов много нет, как в первой сцене, но есть, например, вот о прялочках информация. Какие бывают прялочки, что такое донцы, что такое шейка, и каких видов они на самом деле бывают, что такое макушка, как на ней гребень крепился и так далее и тому подобное. Когда мне эта информация уже будет достаточно известна, я опять возвращаюсь в вот этот зал. Если мне необходимо дальше путешествовать по, собственно, музею, я выбираю, например, синий. Сейчас вариант загрузится. И если видите, у нас тоже очень много со знаком И элементов. Ну, в синях здесь представлены снасти рыболовецкие, охотничьи снасти, а также обувь. Вот, например, нажмем на I, это обувь, и, например, коты и лапти. Что это такое, какого они вида? Если видите, здесь фотография увеличенного варианта, масштабируем, то есть детям будет легко и хорошо их просматривать. Также рассказывается о том, что такое опушек, что такое матерчатая обшивка краев и так далее. То есть ребенок, в принципе, узнает, кто носил, когда носил, в какой период носилась та или иная обувь. Вернувшись в сени, мы с вами можем пронаблюдать и также элементы банные. Ну вот посмотрите, ковши всевозможные, также сельхоз орудия труда и пестерки и короба, которые представлены в этом музее. Далее, передвижение может таким же образом быть о входах, я уже говорила, и арт-объекты. Это те арт-объекты, которые обозначены были у нас с вами знаком I, Information. И если видите, можно их отдельно рассмотреть. Например, вот какая лампа представлена или что такое лучина. Вот, пожалуйста, наши с вами дети узнают, что такое лучина, как при ней творили, из чего она могла быть изготовлена, и как при лучине Иван Алексеевич Куратов тоже работал, или как пряли, например, наши с вами предки. Когда работа по объектам, вы можете выбрать любой вид работы. Либо работа по улице, либо работа с арт-объектами, либо работа с залами выставочными. То есть, в принципе, варианты работы с тем или иным содержанием могут быть различны. То есть, в принципе, педагог может выбрать для себя удобный вариант, который ему будет интересен. Итак, если видели, я масштабировала элементы, то есть увеличила, уменьшила, на полный экран сделала, потом вот сейчас уменьшила вариант. По этнографическому музею, особенности его, все материалы, которые мы предлагаем, это материалы основывались на таких великих наших этнографов-исследователей, как Катаков, Жеребцов, Климова. Они много работали
Грибова над сбором этнографического материала, и мы сейчас его имеем возможность использовать в образовательном процессе. В принципе, по виртуальному школьному музею у нас все. Если будут вопросы, пожалуйста, в чате. Благодарю вас за внимание. Ой,